Нуржан, как сообщает МВД, в Казахстане выросло количество случаев мошенничества, связанного с инвестициями, в том числе с применением дипфейков и искусственного интеллекта. Выходит, что год объявленный годом искусственного интеллекта, в том числе и для мошенников. Он тоже под этим знаком проходит сейчас. Да, абсолютно верно. Наверное, мошенники даже намного опередили сводки МВД и вообще в целом всю статистику. На самом деле уже, наверное, последние 2-3 года как дипфейки, так и активно распространяются в интернете. Вы, наверное, сами обращали внимание, какую бы ссылочку, допустим, какого-либо видеоматериала вы бы не открыли, да, вначале всегда идет вот какая-то красочная реклама. Безусловно, Да. с участием в том числе известных разных личностей. Да, на то и расчет. У мошенников ведь расчет на то, чтобы вот этот даже 5 секунд или 10 секунд, да, вброс рекламы, он был уже с первой секунды эффективный для нас, и чтобы мы заинтересовались. И поэтому они используют дипфейки известных личностей именно в Казахстане, начиная от изображения президента Республики Казахстан и заканчивая популярными лицами, блогерами, да, какими-то общественными деятелями и прочее. Поэтому здесь уже технологии шагают вперед, и мошенники как раз-таки являются вот этим крейсером, скажем так, да, который вот в первую очередь их продвигает в интернете. К сожалению, в ущерб для нас, для граждан Казахстана. Помимо той схемы, которую вы озвучили, это дипфейки с участием разного рода известных личностей, какие еще схемы сегодня применяются для того, чтобы увести наши с вами деньги в мошеннических всяких историях? Схем очень много, от старых классических якобы звонков с банков и заканчивая даже фейк-рассылками всех тех услуг, которые в Казахстане онлайн широко распространены. Это даже какие-то записи, допустим, в медицинские учреждения, в поликлинике, да, встать в очередь, допустим, даже поставить ребенка в детский сад, в школу. В общем, все то, что интересует граждан Казахстана, и то, что можно легко предложить в режиме онлайн, путем вот этих ссылок, да, Да. и прочее, прочее, прочее. А здесь еще немаловажно заметить, что сейчас вот в последнее время мошенниками широко разработаны квишинг-атаки, так называемые. Это когда они используют, это когда они используют свои вот левые QR для того, чтобы их разместить, да, в нужных местах, и для того, чтобы наши граждане невольно попались вот на эти QR-коды. Тем самым получают доступ к вашим банковским картам, счетам, они могут вывести все те деньги,